Как и в предыдущие годы, в отчетном периоде работа правительства была направлена на решение задач национальных проектов, послание президента России, послание главы Ингушетии. На развитие республики в прошлом году из федерального и регионального бюджетов выделено более 19 миллиардов рублей. В том числе свыше 7 миллиардов направлено на реализацию нацпроектов и 12 миллиардов на государственные программы. Скажу только, что в 2023 году у нас 12 нацпроектов, было 44 региональных проектов и 7,3 миллиарда, которые были выделены на нацпроекты, их кассовое исполнение составило 99,6. Это рекордные цифры по освоению денежных средств. То есть мы не дали пропасть ни одной копейки и наверх Москву не вернули, если бы не сдали. Активно развивается реальный сектор экономики. Индекс промышленного производства вырос на более 17%. Это 4-е место по стране по темпам роста. В 2023 году запустили 2 крупных предприятия. Один из них новый, второй реанимировали. Реализован инвестиционный проект по строительству завода алюминиевых сплавов «Реал». Создан кластер алюминиевой промышленности, сформирован пул из 9 участников. Якорными резидентами выступают системообразующие предприятия региона РЯК, РЕАЛ. Кластер официально включен в реестр кластеров Минпрома. И вы знаете, последний приезд Новака, Мантурова, министров наших, они были просто удивлены, что на территории Северного Кавказа есть алюминиевый кластер. На завершающей стадии находятся сегодня еще 2 инвестиционных проекта. Один по строительству промышленного тепличного комплекса в сельском поселении Троицкое и производство комплекса, предназначенного для выпуска газобетонных блоков, который обеспечит до 400 рабочих мест. Реализуется инвестиционный проект по строительству подстанции «Тихая» для обеспечения нужд агрокомбината «Сунжа». Срок завершения октябрь 2024 года. Это крупный инвестиционный проект, порядка 400 миллионов, который позволил, чтобы выращивать аж до 2 урожаев в год. Наблюдается устойчивая динамика роста субъектов малого и среднего предпринимательства. Осуществляет деятельность 6300 субъектов малого и среднего предпринимательства. За год их прибавилось на 16%. Среднеспичечная численность работников также увеличилась, составила около 8 тысяч человек. Рост на 4,5%. В 2023 году продолжилось развитие сельского хозяйства республики. Объем производства сельхозпродукции превысил 20 миллиардов рублей. Увеличение наблюдается во всех категориях отраслей. По итогам года собрано 176 тысяч тонн зерна, на 28 тысяч тонн больше, чем в 2022 году. Рост производства основных продуктов животноводства составил мясо 95%, молока 2,7%, яйца 2%. Проведены 29 ярмарок сельскохозяйственной продукции, на которых в широком ассортименте была представлена продукция собственного производства, а население могло приобрести эту продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20%, о чем всегда показывал глава премьер, особенно мы знаем в последние дни мархажа, когда люди покупали эти продукты по низким ценам. Значительные изменения претерпел и рынок труда республики. Численность безработных уменьшилась на 2600 человек. Только в новых образовательных учреждениях на работу устроились почти 2000 человек. А самым важным событием в бюджетной сфере стало снижение госдолга, который уменьшился более чем в 3 раза. Нам удалось к концу прошлого года, 2023 года, сократить долги до 3,6 миллиарда. В том числе государственный долг остался 1,8 миллиарда рублей. Произошла реструктуризация до 2029 года. И, как вы знаете, в последнем выступлении Владимира Владимировича Путина и Мишустина об этом тоже сказали, что практически возможно до 30% эти денежные средства и долги можно будет использовать на нужды республики. Значит, просроченная кредиторская задолженность осталась 1,8 миллиарда рублей. На сегодняшний день решается вопрос о том, чтобы проверить эти документы еще раз казначейством и уже обращаться в Минфин, чтобы гасить и эту часть. Бюджетные меры принуждения выплачены в полном объеме. 3,9 миллиарда, о чем очень всегда говорил глава и нас к этому направлял. Последнюю выплату мы произвели аж в декабре 2023 года, последние 38 миллионов. В
прошлом году в рамках нацпроекта образования построено 10 школ на 6 тысяч мест. Еще одна школа на 320 мест построена в рамках программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и системы жизнеобеспечения в сейсмических районах. Кроме того, введено 12 детских садов на 1530 мест, которые начнут работать с 1 сентября 2024 года. Всего с 2019 года построено и реконструировано 37 школ на 22 тысячи ученических мест, 49 детских садов на 9,5 тысяч мест, что позволило создать и сохранить свыше 7 тысяч рабочих мест. В этом году и в прошлом году, и вы принимали в этом участие, проведена широкомасштабная программа капитального ремонта школ, в рамках которой за 2 года отремонтировано 29 школ. Из них 16 в 2023 году. Практически это 2 миллиарда денежных средств. В текущем году ведется работа по строительству 5 общеобразовательных объектов на 2500 посадочных мест и детского сада. Планируется проведение капремонта в 6 общеобразовательных учреждениях. Социальная политика и занятость, здравоохранение, культура, туризм и спорт. По различным направлениям в республике провели за 2023 год сотни мероприятий. Возводились объекты в различных уголках региона. Так завершено строительство врачебной амбулатории в Сурхахи и Кантышевской участковой больницы на 60 коек. Также завершается строительство ФАПа в Южное. Ввели дома культуры в сельских поселениях Датых и Гейрбек-Юрт. В отчетном году завершено строительство корпуса в социально-оздоровительном центре «Дом ветеранов» в Сурхахи. 31 мая 2023 года открыт филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Филиал фонда обеспечивает персональное сопровождение ветеранов специальной военной операции и помогает военнослужащим получить полагающиеся им меры поддержки. В нашей республике действует для участников СВО более 22 дополнительных мер социальной защиты. В основном эти меры используются. Представляется бесплатно и земельные участки, индивидуального жилищного строительства. Компенсируются жилищно-коммунальные услуги 50%, денежная помощь 100 тысяч рублей, которая в настоящее время увеличена до 200, то есть контрактник уходит на СВО, 200 тысяч ему, это принято главой республики решение с 1 января. Даже те, кто ушел, мы все это, Минфин все компенсирует. Назову 2 цифры только вот по СВО. Значит, 570 тонн гуманитарной помощи отправлено с республики. И более 1 200 000 денежных средств, но это все и бюджет, и наши спонсоры, и наши люди, которые вот с душой отнеслись и помогали. Активно велась работа, направленная на повышение узнаваемости и увеличение туристического потока в регион, в том числе участие в межрегиональных и международных выставочных мероприятиях, проведение событийных акций, реализация соглашений в сфере туризма с субъектами России. В рамках национальных проектов и госпрограмм в прошлом году велось строительство 64 объектов. По федеральному проекту формирования комфортной городской среды завершены работы по благоустройству 22 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях и 1 территория-победитель в рамках конкурса малых городов в Магасе. В 2024 году запланировано благоустройство 20 общественных территорий. Всего с 2019 года по данному проекту благоустроено 170 мест. В регионе велось строительство не только по государственным программам. В Магасе открыли первый в округе кампус Центра подготовки IT-специалистов «Школа-21». Образовательный проект Сбера реализуется по инициативе главы при поддержке группы «Совмар». Дает 14 самых востребованных сегодня на рынке специальностей. На сегодняшний день правительству есть чем похвалиться. Если в 2019 году 11,8 миллиарда у нас кредиторские задолженности, на сегодняшний день мы 3,3 раза ее снизили. Наконец, 2023 года эта сумма уменьшилась до 3,5, а на сегодняшний день, уже в 2024 году, от мер финансового принуждения мы уже вышли. Правительство умудрилось эту работу. Сначала наладили финансовую структуру, привели ее в порядок. Параллельно с этим, помимо этих целевых денег, у нас и внутренняя налогооблагаемая база. Если раньше мы собирали 2,7% налогов в 2019 году, то на сегодняшний день 5,7%. То есть практически 100% собираемость налога увеличилась. Но этот процесс динамично продолжается, и я уверен, что
правительство и дальше будет уделять огромное значение именно этому вопросу. Сделано очень много в плане строительства школ, детских садов, амбулаторий. В целом по республике очень много в этом году построили и спортивные объекты, а также неплохие результаты у нас в промышленном производстве. Как вы знаете, у нас на хорошем уровне считается сад-гигант, и в поселке Южном у нас находится предприятие, наш бренд ингушский можно назвать, птицекомплекс Южный, а также и завод «Реал» у нас стабильно работает в сельском поселении Алиюрт. В целом производство у нас налаживается. Как вы знаете, в течение нескольких лет сразу, как по щучьему велению, ничто не бывает. Но в целом правительство работает, справляется с обязанностями. После отчета Владимира Сластенина встреча перешла в формат вопрос-ответ. Народных избранников интересовали вопросы развития аэропорта Магаз, выделение квартир для детей-сирот и работа регионального оператора по вывозу мусора. Муслим Ганиев, Султан Булгучев, Ахмед Парчиев, Магаз 24.